Айсен Николаев лично проверил ситуацию с загрязнением рек. Руководитель региона облетел всю акваторию загрязненных рек Вилюй, Ирилях и Малая Батуобия. Он отметил, что мутное пятно загрязненной воды протяженностью 270 метров медленно продвигается по Вилюю от Нюрбинского в сторону Вилюйского и Верхневилюйского районов. Однако эксперты уверены, что когда грязная вода доплывет до этих улусов, концентрация взвешенных веществ снизится существенно. В целом это уже наблюдается по всему руслу рек. Мы сегодня заслушали акционерную компанию «Алроса» о принимаемых мерах по ликвидации данной технологической аварии, так и недопущению повторения подобных сценариев уже в будущем. Также даны поручения и главам районов по обеспечению в первую очередь населения чистой питьевой водой. Это наш безусловный приоритет. И водой хозяйственно-бытового назначения. Все меры будут приняты. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики будет вопрос держать на контроле, так и по мере необходимости уже и помогать, если это будет в этом необходимость нашим районам. Но при этом я и на совещании сейчас акцентировал. Еще раз хочу повторить, что при Искрилях не используют химических веществ. Те драги, которые это обработают, это плавающая промывочная установка. Она берет алмазоносный песок с дна, соответственно, речной водой отмывает от глинистых включений. Дальше песчаный концентрат с алмазами проходит через сепараторы, и дальше драга выбрасывает вот этот отмытый песок обратно в дражный котлован. Никакой химии, никаких веществ, которые не существуют в грунтах, в минералах, кроме природных, в этих дражных котлованах, в тех осадках, которые сейчас